Друзья, ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток. Приветствую вас сегодня на своем канале. Давно у меня не было таких роликов, в которых я вот так вот с вами общаюсь. Я сегодня не буду скрывать, прям, знаете, прям разозлили меня некоторые люди. Но я записала как-то ролик один, он должен был выйти, но мне пришлось его удалить, потому что там одна информация была, которая не нужна. И мне как-то не догадалась я это все удалить вместе, вырезать кусочек, а я именно удалила видео. Этот ролик, на самом деле, я записывала в тот день, когда я делала обзор кастрюлей. Да? Вот это голубое платье было на мне. Сейчас была возможность перемонтировать этот ролик, сделать. Ну, уже я его удалила все. Я поэтому сейчас и хочу... Я просто начну не с этого, но закончу этот влог тем, что я тогда записывала. То есть у меня этот разговор был записан уже в тот день, когда я делала обзор кастрюли, вечером, то есть. Но и шла к этому ролику я уже, давненько, как я это все уже проанализировала, как я все это поняла, да, я шла к этому. Но начнем с посылок. Тема первая у нас будет с посылок. Смотрите, девочки. Посылок, это говорила моя сестра, и это повторюсь я. Во многом, когда сестра моя записывала недавний ролик, она в чем-то опередила меня. Тот разговор, который я готовила, она его высказала. Такое впечатление, что мы с ней обсуждали эту тему. Но эту тему мы не обсуждали. Аллах свидетель. Просто она меня опередила. Значит, по посылкам, смотрите, у меня... Я не знаю, как это будет сказать, просьба это, либо это обида внутри меня, либо что, глушит меня. Но она почему-то сказала, сестра моя, очень маленькую цифру. У меня она значительно больше. Может быть, она так округлила, не знаю, но я вижу намного больше. Я хочу в первую очередь задать вопрос. Меня это почему-то очень задевает. Я не знаю, с чем это связано, но меня это очень задевает. У меня, может быть, где-то я бываю груба, где-то я бываю резка, да, где-то я бываю не права. И за это я попрошу прощения сегодня, за что я не права. Но я никогда в жизни не пойму, даже человек, с которым у меня проблемы, да, но я все равно этот момент поздороваться. Почему? Почему? Я хочу сказать, нет. Хадижа сказала 30%, нет 30%, все 60%. Почему, когда новый человек обращается, пишет, чтобы у меня заказать посылку, да, что-то заказать, почему просто вот приходит сообщение, чужой номер, совершенно, я его не знаю, и говорит, сколько будет стоить платье, во сколько обойдется мне платье? А сколько я должна заплатить, чтобы получить такой набор ОМС? А платье вот это, которое тигровое, допустим, сколько будет стоить вместе с пересылкой? То есть человек зашел на канал, ко мне в личку, в сообщение, да, Киса, здравствуй, или привет, hello. Ничего нет совершенно. Как бы, я уже этой маме говорила, как бы я та невоспитанная, за которую говорят, может быть, я бываю не права. Да, бываю, и да, бываю резка. Все это бывает со мной. Потом иногда себя ругаю. Вот ругаю себя. Я сам себе судья. Я больше ругаю себя, я больше чувствую себя виновата не тогда, когда пишут какие-то недалекие, а если я чувствую за собой какой-то косячок. Что-то не то я сказала, что-то там не права я. Вот глушит меня это внутри, это все меня уничтожает. Но сейчас у меня просто нет слов. Как бы я это сказала? Допустим, здравствуйте, Хадижа. Меня зовут Киса. Я вот из Грозного. Хадиж, я вот хочу заказать у вас набор кастрюли. Я проживаю в городе Санкт-Петербург. Я хочу заказать у вас набор кастрюли и мантоварку. А скажите, пожалуйста, сколько примерно выйдет это мне все? Иди ко мне, моя любимая, я тебе еще и скидку сделаю. Как же ты красиво поздоровалась. Как я обожаю таких людей. Но почему меня это именно глушит и обижает? Сколько ж замечаний, не дай бог, одна буква будет неправильная.
И я не трогаю сейчас ни в коем случае какую-то определенную нацию. Не дай бог. Поэтому будет продолжение дальше. Не дай бог конкретно кого-то трогать. Нет, здесь все одинаково. В этом плане все одинаково. Есть фамилии вообще, даже я произнести их не могу, да, вообще. Какие-то там слишком много разных букв таких вперемешку, что аж на почте, не на почте, а компании «Энергия» мы недавно были. И парень говорит, как? Я говорю, читаю, я говорю. Он говорит, а ну-ка еще раз. Я говорю, да не, я больше не рискну. Повернула к нему телефон, говорю, сюда смотри и печатай. Ну, сложное было, да? И такие таксы разные. Обратите внимание, ни в коем случае я не затрагиваю какую-нибудь сейчас нацию, религию, ни в коем случае. Потому что я этого хлебнула, я вам сейчас расскажу. Это самое... А полотенце за сколько мне дойдут? Мне надо упаковка лицо. Вот было сегодня сообщение. Это грубейшие ошибки. Это грубейшие ошибки. Я согласна с такой кисой, как я, которая может спыльнуть, но потом она тут же пожалеет. Нежели когда человек... У нас, знаете, я расскажу вам случай по этому поводу. У нас очень хорошая была учительница Ирина Владимировна Касьянова. Она с Ростовской области, где мы учились. Мне очень нравилась эта учительница. Мне нравилось в то время, мне нравилось, как она одевается, ее манера ведения, как она себя ведет. От нее всегда вкусно пахло духами. Вот были такие учителя, которые в одном стиле всегда, да. А приятно, когда учительница стоит красиво одета, когда от нее вкусно пахнет духами, да. И вот Ирина Владимировна, она всегда, у нее какая-то была такая дорогая одежда со вкусом. Она всегда, их было две учительницы, Ирина Владимировна и, если не ошибаюсь, Татьяна Владимировна. Могу ошибиться, если ошибаюсь, извините. Они обе были, две сестры, учителя по русскому языку, но Ирина Владимировна дополнительно ко всему этому была еще наш классный руководитель. Я заходила на ее урок с такой радостью. Вы знаете, друзья, я вам хочу сказать, что я ни в коем случае не скрываю, не хочу там сказать, не было желания учиться. Его и сейчас нету. Да, вот я вижу себя, а вот тогда, если бы была возможность, да, вот, как-то я же рассказывала, пошли мы с подругой заниматься по вокалу, там «Утренняя звезда», у нас в районе начинались эти моменты, и только мы уже «Утренняя звезда» проходили конкурсы, все, и там когда мы начали ходить, он нас прослушал, да, вы будете заниматься, все, потом резко это все закрыли, как-то все не было. Вот если бы так, вот говорят, не надо детей душить тем, что им в жизни не пригодится, да, то, чем они не будут заниматься, вот этой вот какой-то там алгеброй, я не знаю, там, физикой, какие-то моменты не нужны в жизни, прям годами это изучать, а вот по вокалу, да, чтобы я могла хорошо петь, попадала в ноты, да, допустим, играть на рояле, вот, что еще, что-то в направлении, вот, как сказать, как правильно выразиться, как вот говорят поэты, вот эти вот не говорят, а конкурс идет, да, вот передача, да, там оценки ставят за мастерство, там, за то, что хорошо сыграл, крутится в голове, не могу вспомнить. За актерство, да, вот 5, 5, 5. Я могла тогда вот эти фильмы шли любые, вот эти вот все разные передачи там, я не знаю, все, я могла, говорили, Максим Галкин отдыхает по сравнению с Кисой. Это просто мне хватает 2 секунды пообщаться с человеком, я сразу полностью все это возьму, все его вот эти, манеры, там, какие-то там привычки, да, но это я очень хорошо копирую. Я могла подделать голос, я могла петь голосом Татьяны Булановой, я могла петь голос Ирины Аллегровой, где-то Наташи Королевой могла сделать голос. У меня это получалось. У нас папа, когда бывал на работе по вечерам или там на сутках на дежурстве, мама садилась на диван и просила меня петь. Я вот одевала разные наряды, входила в образ, как это вот Ирина Аллегрова, там Татьяна Буланова. Но это было мое.
И вот тогда, ну, как-то говорили, ой, да надо развивать, у нее талант есть, у нее есть слух, она может прям, слух хороший, она сможет хорошо в ноты попадать, у нее есть это, да. Но опять-таки, заниматься этим, вот сейчас я вот, Софишка, она у нас вот, у нее вот есть вот, да, вот это вот, она вот хочет заниматься спортом, да, ей нравится, она уже берет микрофон. А если с ней заниматься, да, вот, ну, у нас есть там дальнейшая мысль насчет этого, но это все потом. Это не хочется оглашать, потом вдруг не получится. Говорила. Вот это слово, я не люблю слово, а вы же говорили. Ну, я говорила. И вот я сегодня сказала, я уже приводила пример. Мне сказали люди завтра, приди, киса. Завтра будут эти баночки для специй. Я прихожу, а у них полсемьи погибло, а их нету. А они сказали, что будут. Или вдруг я заболела. Или одной женщине пообещала, что муж будет везти груз, завезет по дороге. А он заболел, лежит уже неделю с температурой. Ну, говорила я, но, к сожалению, всякое бывает в жизни, что говорила. Ну так вот, я начала, и как мама говорит, киса, ты так сдалека начинаешь, но потом старайся все темы затронуть, и потом у тебя это не получается все вместе закончить. Я постараюсь закончить. Так вот, это Ирина Владимировна, у нас зачастую парнишки опаздывали на урок, где-то прогуливали, ходили. Вот. И как-то был такой момент, что... Ну, они такие моменты были часто у нас, что вот пацаны бегают где-то на улице, уже полурока, допустим, прошло, минут 40, они где-то там катаются в снегу, все такие. И вдруг открывается дверь, они вылетают в класс, ни здравствуйте, ни до свидания, все в снегу, красные, шапки на бок. И сразу раз забежали, раз увидели, что уже урок идет. Они еще не в курсе, что они уже столько опоздали, что урок уже почти заканчивается. И бегом спешат на свои места. А она говорит, так, стоп, а ну-ка назад. Не, я не поняла, она говорит. Вы что, все в спальню зашли, что ли? Назад. Вы как должны в класс зайти? Вы почему не поздоровались? У вас нет уважения ни ко мне, ни к присутствующему в этом классе. Ты прости меня, ты к себе в спальню сейчас зашел, она одному говорит. Ой, Ирина Владимировна, можно войти? Можно войти и присесть. И поднеси, пожалуйста, мне сюда свой дневник. А он такой стоит, голову чешет, говорит, боится, что сейчас напишут. Он говорит, Ирина Владимировна, а он у меня кончился. Она так сидит, мы с ней частенько взглядами встречались, она, видимо, чувствовала, что я люблю ее этот юмор. Она сидит на него, так, она уже понимает, что там либо он прячет, либо листы закончились, потому что вырывались, да. И она так сидит по столу, ручкой стучит, на него смотрит, на меня смотрит, и говорит, не, ну неси сюда конченый. И весь класс просто на взрыв, смех такой. Но очень хорошая женщина, дай бог ей здоровья. У нее тоже муж работал в милиции вместе с моим отцом. Она меня знала, она знала моего отца, они с мужем, ее муж и мой отец были коллеги. Сейчас их обоих нету уже с нами. Царство им небесное. Ирина Владимировна тоже сейчас вдова, но Ирина Владимировна цветет и пахнет. Цветет и пахнет. Я не всегда, к сожалению, могу смотреть, но иногда захожу к ней там в статусы, это все посмотреть. Она ушла со школы, работает в другой какой-то организации, но я забыла, как она называется, но, в общем, она там начальник. Вот. Ну, вот это, по-моему, где по обслуживанию, вот, где бабушек вот это вот обслуживание, вот это стариков, да, она там самое главное, скажем так. Она всегда шикарная. Сейчас я смотрю фотографии, так шикарно одета. Я ей как-то написала, говорю, Ирина Владимировна, на вас и старости нет. Хорошо выглядит женщина, ухаживает за собой, с юмором, строга была. Я сейчас жалею, знаете, что я тогда так относилась как-то к школе. Вот сейчас Ирину Владимировну и меня бы, чтобы она была моим классным руководителем, а я ее ученицей, я бы сейчас бы учила, зубрила все бы, чтобы только лишь потому, чтобы она вообще была мною горда, чтобы она вообще меня любила сильно, чтобы я вообще ее не подводила. Было
ум был в голове, может быть, не было желания. Не хотели. Это же не секрет для нас, что многие актеры, многие певцы, когда в школе прогуливали, были двоечниками. Двоечница я не была, конечно. Тройки, четверки это. Ну, не было у меня этой тяги. А вот петь хотела. Петь хотела быть звездой. Это было мое, там кого-нибудь скопировать. По актерству вот это 5-5-5. Актер это актриса. Могла сыграть любую роль, да. Это мое, это мое. А тут я считаю, что уже это уже замечание родителям. Если видели, как хорошо получается, и как всегда какое-то мероприятие, там день рождения, либо где-то мы в гостях, Новый год, компания, родители, давай же, Катя, пой, Джимми, пой. И я ж там лак для волос брала там или что-то. И говорю, ну а что вот не занимать? Ну есть же талант, ее развивать нужно развивать ее. Ну пойдет же далеко девчонка. Но видно же, что да, да, вот займемся. Ну, жили в районе особо такого, знаете, это если в городе жили, да, тогда. А вот сейчас я надеюсь, что мы будем жить в городе скоро, вот, это об этом потом. И чтобы Софишка ходила, вот именно занималась всем этим, и чтобы раз если есть талант, почему бы и нет? Почему бы и нет? Вот. Так вот, с тех пор еще, да, в русском языке у меня бывают ошибки, я прошу прощения у Ирины Владимировны, может быть, она будет смотреть, она в этом не виновата, она был отличный русский преподаватель, который давала нам русский и литературу, она отличная учительница, грамотная, воспитанная, порядочная женщина. Причина была во мне. Я не хотела учиться. Так, лишь бы день прошел. Но я считаю, главное быть человеком в этой жизни. Да, главное быть человеком. Я нашла себя в другом. Я считаю, у меня неплохо получается. Меня все устраивает. Ну, всем хорошей не будешь, понимаете? Вот и все. Поэтому вот так вот. Я хочу передать привет Ирине Владимировне, всей ее семье. Очень хочется, может быть, нужно будет обсудить вопрос, чтобы встреча выпускников, встретиться со своим классом, пообщаться очень хочется. Очень общаюсь с некоторыми девчонками, очень сильно хочется узнать, как у них сложилась судьба. Хочется найти Ланчеву Оксану, давно мы с ней не общались, Петрова Наташа, вот, Сотникова Олеся, потом кто у нас еще, Зиновьева Наташа, Заходякина Таня, по-моему, я могу ошибиться в фамилии, прошу прощения, они были брат и сестра. Потом кто у нас еще, ну, Ланчева Оксана, да, Обломова Людмила, Неля, забыла фамилия Нелли, Обломова Людмила, Сотникова Олеся, Величко Юля, помню. Ну и ребят, Исаев Артем, Анистратов Сергей, Максим, фамилия Максима. Какой-то Максим был, Максим Горький. Что да, Александр. Что да, вообще красавчик был. Зачастую вот у нас по химии была Неля Викторовна, учительница. Но могу ошибаться. У нас были две Нелли. Неля была по английскому языку, да Кукина была у нас по физике. Вот. Ну и она просто женщина была уже в преклонном возрасте, то если физику я не знаю вообще, то на меня обижаться не стоит, потому что даже после выпусков дети, которые поступали в педучилище, если у кого были проблемы, спрашивали, кто учитель, да Кукина, ну все понятно. Но человек просто уже был в возрасте, она уходила, забывала порой, в каком кабинете идет урок, могла полурока проискать журнал, а потом класс, в котором ей нужно вести урок. И когда заходила, уже все, уже конец урока. Ну, это было то, что нам нужно. А когда, бывает, она попадала еще, да, и, допустим, оставалось еще минут 15, она успевала кое-кого спросить. И вот этот момент, когда она вот обращает внимание, если кто-то балуется конкретно в классе на тот момент, да, так, Шкондин, вставай первый, да, а ему человеку-то обидно, во-первых, знание ноль, человек вообще ничего не учил, и что? У нас каждый день, если она к нам обращалась, если у нас какие-то моменты были, она говорит, так, итак, начинается урок, значит, сегодня тема формула воды. Также H2O. Пожалуйста, ребята, записывайте.
формула воды H2O. Подходим, начинаем. И в этот момент, ой, а может кто-то у вас, подойдите, пожалуйста. Так, ребята, значит так, открыли тетради, записали. Формула воды H2O. Я сейчас подойду. Пожалуйста, если вы будете сидеть тихо, всем поставлю хорошие оценки. Все, ушла, нету. Нема. И так зачастую. И вот единственное, что я знаю по физике, это H2O. Ну, это я хорошо знаю. Друзья, хотела сегодня ругаться, и вот, видите, бывает настроен так, а вот с вами вспомнила Ирину Владимировну, вспомнила школу, и вот, ну, как ни крути, начинать нужно, да, как говорится. То вот эти моменты, скажите мне, я вас люблю, уважаю, мне нравится, что вы у меня заказываете вещи, все. Я только хочу задать один вопрос. Почему вы не здороваетесь? Ну я ж не знаю вашего. Всегда нужно, а 90% они не грубят, они хорошо общаются, очень хорошо, но они не называют своего имени. И когда ты начинаешь общаться, предлагать, что у тебя есть, ты не можешь, как сказать, ну не знаешь, как обратиться к человеку, да? По имени, отчеству там, или по имени, некоторые там, киса, я в возрасте твоей мамы, я уже начинаю говорить там Татьяна Сергеевна, да, как-то, или Валентина там, если там, ну, моих лет. Ну, как-то хочется, знаете, к человеку относиться с уважением, знать, ну, имя человека там, или они же, говорю, предупреждают, киса, я уже в таком возрасте, меня зовут там Валентина. Я тогда говорю, тогда можно я вас буду по отчеству? Она говорит, кис, как угодно. Вот Валентина Ивановна хочешь, да, вот. Но мне никогда не понять, когда человек пишет, мне мантоварка нужна, сколько будет стоить пересылка? Не здравствуйте, не до свидания, не привет, ни откуда я, ни имя. Ну как так? Ну это 60%, друзья. Это не маленькое количество. Я же записываю. Это не маленькое количество, девочки. Я прошу, пожалуйста, многие делают мне замечания, некоторые, что ошибку допустила там, допустим, да, кому-то ухо режет, кому-то глаз режет, я не знаю. А мне режет всю мою нервную систему. Ну как может с человеком не поздороваться? Я этого вообще не допускаю, этой мысли, что человек пишет и не здоровается. Да, я училась в школе не на 5. Но что поздороваться нужно элементарно с человеком, это железно. Этому Ирина Владимировна нас научила от всей души, потому что были примеры. Нет, на самом деле мама всегда говорит, киса, ну ты женщина пошла, ты не поздоровалась. Ну, бабушка пошла, но так же нельзя, поздоровайся, всегда вот мама. Вот. Далее, что хотела сказать хотела по поводу поднять вот эту вот тему, вот эти вот все национальности, вероисповедания. Больше этого на своем канале я терпеть не буду. Я сама больше не буду говорить за все это. Я сама считаю себя очень неправой в этом моменте. Не надо было этой темы поднимать, потому что каждому человеку обидно, каждый человек тянет одеяло на себя, думает, что это про него. Хотя я злилась на определенную кучку людей, а получалось так, что обижала я этим многих. Я сейчас перед вами, разницы нет, какой нации бы не был народ, бывало у меня выскакивало, я приношу прощение. Я прошу прощения, я была не права. А почему у меня такой вывод вышел, я вам сейчас расскажу. Но это уже длилось, я за этим наблюдала. Это не то, что там кто-то написал, и я вдруг прозрела. Человек склонен ошибаться. Не ошибается только дурак. Да, я была не права. Я злилась. У нас после всех тех событий, что здесь происходили, я на них попала, будучи молодой девушкой. Здесь шла война. У меня возникла злость. Но это, знаете, это такое дело. В этом не виноваты простые люди. А порой я затрагивала многих. Поэтому за этот момент я очень прошу прощения. Но когда я стала прозревать, когда я это стала понимать, то это мое 100% глупое, неправильное мнение. Это было то, что чеченцы, ингуши, дагестанцы, карачаевцы, осетины особенно, что они никогда не напишут ничего плохого, что это особенно чеченцы,
Я настолько влюблена в этот народ, я себя считаю одной из них. Я просто думала, что это вообще, ну, не может быть такого, что кто-то вообще даже в шутку допустим, из чеченцев или, в общем, из кавказцев может написать там грязные слова или какие-то плохие комментарии. Я это вообще не допускала. В моей голове этого не укладывалось. Почему? Потому что я живу здесь 24 года, у меня проблем здесь не было. Я не видела ненавистных взглядов, что меня кто-то ненавидит. Я не раз говорила и говорю, что меня приняли как свою, уважают и любят меня как свою. Возможно, и поэтому у меня сложилось такое мнение. Но потом практика, она стала показывать обратное, да? А как это происходило? Допустим, изменяли свои ники, да, допустим, там Иван Иванов, да, к примеру я говорю, а пишет совсем другой человек. Сейчас. Иван Иванов, а пишет совсем другой человек. Вот это было. Но пишут гадости, пишут страшные гадости, совсем чужие люди, которых я не знаю. Ну, естественно, я их блокировала. Но потом, когда я переходила на другие каналы, на каналы чеченцев, да, где чеченские женщины ведут каналы, я вижу от этих людей комментарии на чеченском языке. Представляете? Моему удивлению, моему разочарованию просто не было пределов. Ну, возможно, писали и другие нации, да, но когда я видела, что пишут по-чеченски, да, и не важно там, нельзя сказать, что они мне писали плохое, а им хорошее. Эти люди, они везде пишут гадости, это просто люди. Поэтому я, конечно, поздно, но я к этому пришла. И сегодня с прозрачными мыслями прекрасно понимаю, что дело не в нации. Нет. Допустим, я могла нехорошо отзываться там о каких-то там других нациях, да, когда там, ну, на своих эмоциях, в этом состоянии, в этой обиде, то, что я нервная стала после всего этого, после этих подвалов, бомбежек, после того, сколько раз прощалась с жизнью. Да, я стала нервной. Я сколько лет провела, можно сказать, в подвале. Не то, что все годами, но в холоде, с детьми, под бомбежками. Вот это было у меня, бывала у меня эта агрессия. Но и меня несло. Но нельзя винить всех людей. Люди же, нация определенно не виноваты. Никто не хочет войны. Никто не хочет, чтобы умирал кто-то из семьи. Это понятно. Я перед вами, перед всеми. Разницы нет, какой вы нации. Я прошу прощения. Я была не права. Я от души, от всего сердца, клянусь Аллахом, я пожалела об этом и прошу вас простить меня. Я была не права. Но это все очень мало. А есть такие особы, которые писали комментарии, да, плохие комментарии писали, оскорбляли, писали плохие комментарии. Они, естественно, были заблокированы. Им этого не хватало, они шли в личку ко мне в личку шли, да, то есть в личку в WhatsApp, они вот такие петиции писали мне, вот такие вот петиции там, что кто ты такая, там, да, что кто-то такая говорит то, говорит это, там, все это, ты посмотри на себя, ты все, там, грязные слова. Да, возможно, из этих высказываний этот человек был где-то прав, но он же тут меня оскорбляет. А кто тебе дал право меня оскорблять? Или те хейтеры, которые сидят, да, почему они на меня разозлились? И среди них есть даже адекватные люди, которые сами пишут, ну, это да, мы даем. Мы типа на кису разозлились и ненавидим ее, получается, из-за того, что она себя где-то неправильно ведет, а мы ничем не лучше нее. Те гады, она-то хоть, а мы можем там в сторону ее сделать замечание, а здесь оскорбления идут всей семьи. Оскорбления идут детей ее, оскорбления супруга, матерей, всех. А разве мы лучше? Мы также оскорбляем. Да, мы сильнее оскорбляем. Не так же мы конкретно называя имена оскорбляем. Она-то хотя бы имен не называет, а мы называем, так мы, получается, хуже нее. Да, получается так. Но всему свое время. Пришел каждому человеку, никогда не поздно, как говорится, понять, да, что истина, что есть, как оно есть на самом деле. Ко мне этот момент пришел. Но пришел он только на практике, когда это особо, ну, и таких вариантов было несколько, но вот конкретный случай я хочу сказать. Когда эта особа перешла в личку, стала писать мне гадости, да,
Вот такие вот там, я не знаю, это сколько человек кипел, да, кипел. Чеченка, кстати. Кипел, кипел. В итоге я ей ничего не отвечаю, потому что я поняла, что это страшный человек, обиженный на жизнь свою. Я ее просто блокировала. Далее она уже находила номер, находила, мы знаем, для наших уважаемых гостей из города Саратова, находила она оттуда номер и уже писала супругу. Ну и были такие моменты, что, допустим, мы утром едем за товаром, да, раннее утро, выехали, едем за товаром, и вот он мне по дороге показывает. А вот мне вчера там в 2-3 ночи вот с этого номера, смотри, прислали вот такое сообщение, в личку тоже. А я сразу смотрю на вот там то ли кошечка была нарисована, то ли что-то. Я сразу вспомнила, что этот человек и на канале гадости писал, и в личку писала, я ее заблокировала. Уже к мужчине, к чужому, что-то с Саратова, что это в 2 ночи, в 3, им разницы нет. Ну, это как хоть призналась, что нету мужа, поэтому зла. Вот то вроде муж и есть в Саратове. Как мужик позволяет писать в 2-3 ночи сообщения? Мне сделали замечание, что я бываю на прямых эфирах у некоторых блогеров. Ну так вы тут совершенно не правы. Почему? Потому что блогеров смотрят все, турецкие фильмы смотрят все, концерты певцов, мужчин смотрят все и пишут комментарии под роликами, там, под роликом, допустим, Филиппа Киркорова там, или Макс Барских и так далее, пишут комментарии, да, все, и чеченки, и русские. И, кстати, у этих блогеров есть и чеченки, и дагестанки. Почему-то мне нельзя посмотреть какого-то блогера. Ну и что мужчина? Мне тоже, я женщина, мне тоже на канале пишут мужчины. Мужчины-чеченцы пишут, и русские мужчины пишут, вообще кавказцы пишут. Неплохой, хороший комментарий пишут, поддерживают канал. А почему мы не можем? Мы люди, которые, на виду у всех, мы это блогеры, мы имеем право быть. Я же не в личку пришла с человеком, там тысячи людей строчат, сидят, пишут комментарии, что-то написали, или поставьте музыку, или а как там ты то делаешь, а как это. Почему я не могу написать, если идет прямой эфир, и в прямом эфире присутствуют тысячи людей? Где? Но ты в личку пишешь чужому мужу, в личку, ночью ты пишешь. А где твой борщец, он находится в этот момент? Где он, жив, здоров, или что с ним? Он вообще мужик или тряпка? Кто он? Он еще не знает, что его жена ночью пишет чужим мужчинам. Они говорят, что им обидно. Я конкретно никогда, даже если у меня какие-то были моменты, я никогда никого не называла поименно, да, чтобы человек мог оскорбиться, допустим, из Саратова, чтобы назвать ее имя, сказать, а ты вот такая, чтобы она могла оскорбиться и вот годами жить на моем канале, контролировать каждую букву, не так обувь поставили. Человек живет в моей семье, там проблема в человеке. Может человек на блогера разозлиться, там посмотреть, где-то блогер неправильно высказался, написать ему там замечание, плохое слово, и все. Но чтоб человек 3 года жил мною, каждый миллиметр, каждое слово контролировал, это уже не то. Это уже с психикой большие проблемы. В семье никакого порядка нет однозначно. Ну так вот, эта женщина, чеченка, которая уже добралась до моего супруга, ночью она пишет. Называет его по имени, мне нельзя его имя назвать, называет по имени и говорит, что она живет за границей. И, кстати, я, наверное, в следующем ролике покажу номер ее телефона, потому что кто-то из родниш узнает этот номер, да, допустим, она постарается его удалить, убрать номер, да, если вдруг там что. Но родственники-то узнают, кто-то же с ней из Чечни общается. Я хочу засветить этот номер и попросить, Шедейл Диосатиара Шезуд. Шедейл Диосатиара Шезуд Визендейл. Найдите ее и успокойте. По номеру вы ее сможете найти. Я этот номер в следующем ролике покажу. Этот номер. И чтобы чья она, чтобы приняли меры. Мне это уже порядком надоело. Уже правда, нет сил. Все. На что она пишет моему супругу? Я очень сильно тебя уважаю, она пишет. Я прошу тебя, убери свою жену с Ютуба. Как же она плохо себя ведет. Я прошу тебя, убери ее. Ну, ты понимаешь один момент, но ведь говорит, я была замужем в Ведено, да, но я развелась, потому что я очень хороший человек был, поэтому я развелась, и сейчас живу за границей, Дарья лью на весь мир, и на себя, и на саму себя. А все причина в том, что развод. Произошел развод, из-за этого мне сейчас прям... То я прошу тебя, она называет его имя, пожалуйста, оставь ее дома. Но ведь как было хорошо, а? Но она работала в больнице, мыла санузлы,
за стариками ухаживала, таскала мусор огромный, тоннами разными, унитазы чистила. Ну как было хорошо всем, и вам, и нам. Ну сейчас, ну сколько можно терпеть? Фуру одну купили, вторую купили, газель купили, это здесь. Сколько это все нам можно терпеть? У нас нервы не железные. Ты можешь ее убрать с Ютуба или нет? Сколько мы можем? Шубу одну купили, шубу вторую купили, iPhone 1 купили, iPhone 3 купили. Сколько у нас нервы не железные. Но ведь хорошо работала она в больнице. Почему ты не уберешь ее с Ютуба и назад не устроишь в больницу? Ну как было хорошо? Ну это как раз работа, нормальная работа, копейки, все это зарабатывались, все было хорошо. А сейчас у нас нервы не железные, мы этого уже не можем просто выносить. Это уже, ну, никакой морали не подлежит. Ну сколько можно это терпеть? Сейчас в последний момент купили «Газель». Это вообще просто вдребезги все мои нервы. Ну сколько можно над нами издеваться, а? Бриллиантовый комплект купили. Шубу одну купили, вторую купили, фуру купили, «Газель» купили. Вы вообще в своем уме, народ, или нет? Я прошу тебя, убери ее с Ютуба, она пишет. Я уже не могу это все выносить, ты понимаешь? Каждый день какие-то сильные покупки. Но ведь хорошо было, когда на туалеты чистили, но ведь ничего этого не было, и мы жили спокойно. Я прошу тебя. Человек пишет мужику в 2 ночи. Ну, это не русская, не украинка, не осетинка. Это пишет чеченка. Поэтому я еще раз от всей своей души, Аллах этому свидетель, прошу прощения у всех тех, кого когда-то я обидела. Я не должна была этого делать. Нет, нет. Но меня наказала практика. Меня наказал определенный случай. Да, он меня. Но, что я хочу сказать, она говорит, что как она себя ведет. Я, если другую тему, в любой ситуации есть 2 медали, да. Если я сейчас подниму другую тему, да, то это будет выглядеть с моей стороны, как будто, допустим, я не люблю чеченцев, да. Это будет так выглядеть. Либо я их ненавижу, там, либо что-то. Но мне просто к вам встречный вопрос. А почему вы за своих не пишете, которые ведут каналы, которые замужние женщины, у которых в семье 5-6 детей, которые сидят на эфирах без платков, которые в эфире голову моют, лежат им какие-то маски делают, замужние, взрослые женщины. А почему вы им замечания? Почему вы их мужьям не пишете? Успокой свою жену. Я никогда себе не позволила, чтобы мои волосы были видны. Я всегда весьма скромна перед вами. Я этого себе не позволяю. Краситься в эфире, там, красить волосы себе в эфире, чтобы мне массаж делали в эфире. Я этого, извините и простите меня, не позволяю себе. Идите на те каналы, там пишите. Скажите, чтобы мы их не мужья убирали их. А тут не надо. Здесь все очень скромно происходит. Я никогда не позволила себе сесть в эфир вот с такими рукавами, либо чтобы у меня была полоска на голове, либо вообще без платка, не дай бог. Либо чтобы я сидела. Молодые, есть и молодые, которые замуж недавно вышли. А есть и те, у которых 5 детей. Я же все это смотрю, я все это наблюдаю. Я же, как говорила наша Люба, я что, не Петин дядя. И сейчас я хочу подчеркнуть общий анализ. Меня на колени посадила практика. Время, 3 года, время показало. И сегодня на 100%, со всей 100%, со всей этой своей мудростью сейчас, что она, пусть поздно, но пришла, да, нужен был опыт. И я хочу сказать, больше на моем канале чеченка, русская, армянка, осетинка. Я этого не произношу, и никто, кто это произносит, я сразу всех блокирую. Потому что меня сильно наказал этот горький опыт. Он мне показал, вот тебе, на, по башке молотком со всей силы. То, как ты сильно защищала, тебя то дало молотком по башке. Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что все эти люди плохие. Нет, мне они пишут, киса. Мне в личку пишут женщины. В возрасте 60 лет, 70. Женщины плачут некоторые, чеченки пишут. Киса, мы тебя обожаем. Далси дуэлха. Ну, молодец, Сюга, какая ты хорошая хозяйка. Как повезло твоей семье. Взрослые женщины, которые жизнь прошли. Я еще раз подчеркиваю, я не буду брать теперь никакую нацию целиком вообще.
Я была глупа, когда я это делала. Этого не нужно делать. Нет на плохой нации, есть плохие люди. Я еще раз и сотовый раз. Я, пожалуйста, народ, весь, все, которые вы меня смотрите, прошу у вас прощения. Я не чувствую себя виноватой. Я не чувствую себя сейчас не то, что виноватой, с каким-то позором, потому что я не хочу лицемерить. Я от души пожалела о некоторых своих неправильных моментах. Я от души пожалела. И я обещаю вам, что больше этого не повторится. И мнение у меня теперь на 100% в обратную сторону. Для меня нет теперь сейчас никакой нации, которая, вау. Для меня все одинаковые. И я в этом убедилась. У меня есть подписчица, Татьяна Владимировна ее зовут, которая у меня часто заказывает вещи. Вот. Это такой человек, я уже говорю, Анжела говорит, мам, почему она не наша бабушка? Ну, не потому что эти бабушки, почему и она не наша бабушка? Это такой человек, вот если бы сейчас такое случилось в жизни, да, что Татьяна Владимировна осталась одна, ну, нет у нее семьи там, допустим, к примеру, бывает там один сын, и он там или умер, или что-нибудь случилось. Не дай бог, конечно, я просто привожу пример. Если бы данный человек, вот она осталась одна, клянусь Аллахом, я бы ее забрала к себе и следила бы за ней до самой ее смерти. Потому что это такой души человек. Софишке книгу она отправила, вот эту вот ортопедическую, чтобы занималась она, чтобы правильно произносила слова. Заказы делает. И так всегда аккуратно. Мне кажется, если я даже полгода задержу посылку, она никогда слова не скажет. Это настолько такой образованный, культурный человек. Это русская женщина. Как я могу ее ненавидеть? Она, прежде чем написать, кисонька, пожалуйста, простите, может быть, я не вовремя, миленькая моя, ну, пожалуйста. У нас даже был такой пример, это уже, знаете, давайте немножко посмеемся. Такой момент был, знаете, она заказала для невестки, она для себя заказывает и для невестки. Невестка живет отдельно. Она заказала, допустим, набор ножей, цвет, ну, серый цвет, да, набор ножей. Она сказала под него подобрать 2 чайника под этот набор, заварочный и такой 3-литровый. И вот этот, по-моему, был коврик, да, с каталкой. Она говорит, кис, ну, светлые тона, подбери, пожалуйста, там под цвет все, что было, для невестки. Хорошо. А я в этот момент думаю, так, ножи у меня в таком цвете есть, коврик с каталкой есть, не хватает чайников. Мы едем с супругом в рейс, говорю, на базу. Я это продумываю, сама себе уже список смотрю, кому что докупить. И вдруг я от нее получаю сообщение, в котором она высылает фотографию чайников, но красный цвет чайника, красный. А я тут сама себе прикидываю. Ой, блин, ну, не то, что сложно, это придется теперь тогда и ножи искать красные, у меня дома их нет. Сама себе думаю, да, что мне придется ей теперь все это докупать, потому что под цвет чайника, естественно. Но тут же я думаю, ну, ничего страшного, этот человек постоянно заказывает, такая добрая женщина, и у меня в Анжелы, ну и что? То, что дома кому-нибудь другим продадим, господи, проблем-то. Я ей высылаю, говорю, Татьяна Владимировна, получается, говорю, вам все под этот цвет подогнать, правильно? Просто говорю, у меня уже ножи и коврик уже есть дома такого цвета. Я вот сейчас еду, мне остается вам докупить только 2 чайника. Я получаю смс, друзья. Я до такой степени рассмеялась, знаете. Мне просто думаю, ну как человек может быть таким добрым? Ну как? Это сверхпорядочность, просто я не знаю, ну... И тут она мне говорит, кисонька, милая, да не слушайте вы меня, она говорит. Поступайте так, как считаете нужным. Я до такой степени, знаете, я так рассмеялась, и супруг же рядом сидит. Я не знаю, мне хотелось побежать эту женщину расцеловать. Вот, ну, так она согрела мою душу, так она меня развеселила. Кисонька, милая, да не слушайте вы меня. Да поступайте так, как считаете нужным. У вас прекрасный вкус. А мы потом едем, ну, это все вспоминаем, а я говорю, супругу говорю, ну, шучу просто, я говорю, а знаешь, нужно было сделать так, нужно было вообще ничего не отправлять. И женщина в силу своей воспитанности продержится месяц, 2, а то и 3. Ну, когда-то она задаст этот вопрос, скажет, Кисунь, а скажите, пожалуйста, вы не отправили мою посылочку? А я скажу, нет, не отправила. Она скажет, а почему? Я скажу, ну, вы же сказали, поступай так, как считаешь нужным. Я вот решила нет, не отправлять вам вообще. Ну, вот так вот, знаете, ну. И у меня Елена вот сейчас заказ, тоже с Москвы. Елена, моя хорошая заказчица и подруга, мы общаемся. Вот вчера с мальчишкой что-то случилось. Мальчишка, внук
Он откуда-то упал, он не занимается спортом. Сейчас точно не могу сказать, потому что собирала посылки вчера, и с ней общались мы, наверное, часов до 2 ночи. Они ехали в больницу, Склифосовского, по-моему. Она на взрыв плакала и говорит: так, Елена, а ну-ка взяли себя в руки. Успокоились немедленно, и все будет хорошо. Моя душа плохого не предчувствует. Все будет хорошо. Ребенок, мальчик молодой, все заживет, все срастется, там небольшой период. Ну, а потом многие сказали, нужно делать операцию. Ну, пусть делают операцию. Но что случилось, то случилось. А вы, говорю, раздайте милостыню, говорю. Раздайте, говорю. Это вам будет на том свете. Скажите от мальчика, называйте и мальчика имя, и вот там нуждающим, либо вот по телевизору номер ставят, а там, да, помочь детям больным онкологией. Но ведь много у нас в России детей больных, которым миллионы нужно денег, а больница этого не предоставляет. Жалко очень детей, мне очень жалко. Мы часто вот новости, когда идут, вот там ставят номер, мы таким детям отправляем денежки часто. Мне очень жалко. А Софишка приходит ко мне с телефоном и плачет на взрыв. На взрыв плачет, а там, значит, может, вы видели этот ролик в Ютубе, там, значит, ребенок и мама, где-то типа вот больничный двор, но, возможно, там для деток сделаны вот качели, турники, ну вот что такое, я не помню. И что девочка такая, знаете, ей года 3-4, такая, знаете, лицо очень бледное, видимо, химию, курс прошли не раз, такого цвета, знаете, не дай бог никому этого цвета. И она, мама что-то, я, может, могу ошибаться, но суть дела, мама говорит ему: я тебе это самое, какое твое желание, что ты хочешь? Ну, там, игрушечки, может, какие-то или что-то. Она говорит: мам, я ничего не хочу. Я в этой жизни хочу только лишь, чтобы поскорее выздороветь и поехать к папе. И она так заплакала, эта девочка. Ну, и она умерла, эта девочка. Ее не вылечили, она умерла. На взрыв плачет, пришла, вот здесь села. Мы не можем ее успокоить. На взрыв она смотрит. Она говорит: эта девочка умерла. А я на этом фоне провела воспитательную работу. И тут я буквально через день, через два приезжаю домой, привожу игрушки, ко мне навстречу. Она, может, ожидала что-то другого, а я привезла, ну, я ж не знаю, ребенок одно думает, я другое купила. Вот. Она говорит: что? Ты мне это не купила? И так она, А я говорю: присаживайся. Я сейчас с тобой рядом все. Я говорю: я тебе такой пример приведу. Ты помнишь, пока показывала девочку, у которой онкология, как ты сильно плакала? Ты говоришь: мам, посмотри, у нее онкология, как мне ее жалко, да? А этой девочке, когда спросили, что тебе подарить, что ты хочешь, какую игрушку, что она ответила? Она сказала: я никакую игрушку не хочу. Я хочу поскорее выздороветь и поехать к папе. Да? Эта девочка не вылечилась, она умерла, я говорю. У тебя есть все, у тебя есть и папа, и мама есть, и тебе мы подарки привозим каждый раз. Ты каждый раз, когда я приезжаю с Хасавюрта, она: мама, прости меня, она расплакалась сильно, прости меня. Я говорю: ты, когда мы приезжаем домой, ты должна бежать к нам навстречу, потому что я всегда с полными сумками. Я и сладости, и фрукты, все вам привожу, напитки. Ты должна писать домой, бежать ко мне навстречу, говорить: мама, как хорошо, что вы приехали домой, что вы живы и здоровы, что вы у меня есть. Спасибо за то, что вы у меня есть. Ты с этими словами должна бежать навстречу, а не говорить, что тебе что-то не привезли. Насила слезы вытирает. Прости меня, мамочка. Прости меня, пожалуйста. Я больше никогда так не скажу тебе. Вчера едем с рейса, она была у Хадижи, у мамы. Бежит ко мне навстречу, я ей даю там какую-то игрушку или подарок. И говорю: что нужно сказать? И она говорит: спасибо, мама. Как хорошо, что вы приехали, что вы живы и здоровы. Вот ребенок уже схватил этот момент, уже схватил. Вот. Ну, до 7 лет вообще нельзя детей бить, говорит. Мне кажется, я порой не здесь, если бы вот это ей было лет 7-8, вот эти выкрутасы начались бы швырять что-то, я не хочу, я бы как бы дала по шее, хорошо, чтобы в другую комнату летела. Этих моментов нет. Поэтому я иногда бываю немножко риска, где-то такая слишком серьезная. Обижаться не надо, я и в семье такая. Я и в семье такая, я и детям спуска не даю. Все должно быть на 100%. Вчера Анжела отхватила у меня по дороге, пока я ехала. Домой приезжает, тут все сверкает. Трубочки печет Анжела, покушать приготовила, все. Иначе я сказала: домой приеду, что будет построение. Вот так вот. Человек меня знает. Люди, я и дома такая. Я вот и дома такая. Я где-то строго, где-то бываю грубоватая, где-то хамовитая. Но это во мне все. Я, как сказала Хадижа, я не собираюсь меняться. О чем я пожалела,
Да, я не права была. Это я попросила прощения 3 или 4 раза. Это даже не обсуждение тут уже. Ну, а так просто жить легче. Потому что если ты будешь... Во-первых, ты всем не будешь хорошей никогда, да? Во-вторых, это практика, эта жизнь показала, что, знаете, это за таких людей сейчас не ценят. Не ценят. Поэтому нужно заниматься своими делами, благодарить Всевышнего за то, что Он дал все это, раздавать милостыню, и все будет хорошо. Но себя в обиду давать не стоит, потому что будешь избита вдребезги. Будет на тебе ездить любой и каждый, это уже точно. Себя в обиду давать не нужно. Но вот это вот. Еще есть один у меня случай, как мы вот с семьей, и Хадижа с мамой, и я с Анжелой, мы сделали тоже определенным людям какие-то свои подарки, сюрпризы. Но я уже не успеваю, мне нужно ехать на почту. Это тогда в следующем ролике я обязательно расскажу. Мне очень хочется поделиться с вами всем этим. Вот, поэтому, уважаемые мои, всего вам доброго. Просмотрите, пожалуйста, сейчас ролик. Девочки, полотенца все очень красивые. Это пришли новинки вот к празднику. Просто я почему хочу? Потому что некоторые живут далеко, и посылка идет долго, да? То пока она дойдет, эта посылка, да, пройдет время. И потом, ой, киса, мы не успеваем, а мне уже вот тогда. Поэтому заранее заказывайте, девочки. Обзор-то будет, но он будет через день, через два. Чтоб я уже сразу, значит, я вам показала эти полотенца. Вот они, Софишка прорекламировала. Вот, все это есть у нас в наличии. Все будем отправлять, все. Мы отправили все основные посылки. Сейчас занимаемся посылками. Все вам отправляем, чтобы все ушло, чтобы вы успели получить их к празднику. Поэтому номер будет в описании. Телефоны пишите на WhatsApp 8964 067 7305. Киса, здравствуйте. Меня зовут Елена. Я из города Москвы. Пожалуйста, я бы хотела приобрести у вас то-то, то-то и то-то. Все. Еще хочу показать вам Telegram, чтобы вы перешли по ссылке, чтобы вы подпишитесь. Во-первых, скачайте все Telegram, девчата. В Телеграме сейчас так интересно, не нужно вот это VPN, как в Инстаграм. Не люблю очень Инстаграм, ненавижу Инстаграм, так все сложно. Этот VPN глючит, зачем он нужен? Сейчас самое нормальное это Телеграм, там все есть в Телеграме. Вот, вы можете ассортимент посмотреть, там есть разные группы разные, там певцы там разные, вязать, там, я не знаю, шить, кулинария, все есть. Скачайте все себе Телеграм. И вот ссылочку на свой канал и на Анжелу я вам сейчас покажу. Всем пока. Я вас люблю. Все хорошие. Всех люблю и уважаю. А те, которые злым десят, у них нет нации. Я не хочу на них тратить свое время. Я вас всех буквально уважаю. Всех люблю и уважаю. Я клянусь вам Всевышним Аллахом, у меня нет неприятности какой-то определенной нации. Я где-то со своими высказываниями я была не права. Я прошу еще раз, простите меня. Я не хотела, знаете, когда я вспоминаю Татьяну Владимировну и остальных многих других, я думаю, нельзя так больше, нельзя мне, нельзя. Я, получается, автоматом затрагиваю других. Ни в коем случае. Я кого угодно, я свою дочку обижу. Но Татьяну Владимировну и ей подобных никогда в жизни. Хороших людей, я еще раз, пожалуйста, простите меня. Вы все очень хорошие люди, мои подписчицы, мои золотые. Ну, а про тех мы будем с вами вести периодически. Я буду вам рассказывать, что к чему. У меня еще есть про них рассказ, про наших друзей. Но это все потом. Всем пока. Ассаламу алейкум. Друзья, вот я вам показываю. Вот мой телеграм. Вот он мой телеграм. Киса Чечня замужем. Вот это моя страница. Вот здесь. Анжа, покажи-ка нам фотографии. У нас тут много-много чего красивого есть. Разных моментов. Просто идеально, девочки. Всего очень много красивого. Посуда разная. Мне неудобно, Анжа, показывай, пожалуйста. Да, вот посуду открою. Листай так боком, чтобы можно было понять. Вот все здесь, девочки, кастрюльки, все у меня здесь. Все есть в Телеграм.
описание есть. Не на все, конечно, я успеваю, но есть. Много-много-много чего красивого. Разные посуды, тарелки, кастрюли, чайники, постель разная. Все есть. Большой-большой выбор. Заходите, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм. Смотрите, перо. Здесь идет подушка, 2, одеяло и простынь, девочки. Вот эти наборы, они по 4500. Там идут 2 подушки, обратите внимание, одеяло и простынь. А те другие комплекты, там вот идет вот 2 наволочки. Вот такие вот у нас есть наборы, комплекты. У них там 2 подушки, большое одеяло и простынь. Дальше. Это вот со стеганым одеялом. Это со стеганым одеялом, да. Ну, в общем, теперь, Анжела, покажи, пожалуйста. Девочки, вот Анжела. Вот Анжела у нас страница в Телеграм. У Анжелы тут тоже огромный большой выбор. Чего только нет. Сейчас особенно к 23 февраля, к 8 марта. Сумочки разные, красивые. Духи. Какие духи хорошие, девочки. Покажи, Анжела, духи, какие у тебя есть. Вот эти вот, как Хадижа себе заказала. Кирки. Кирки. Потом дубайские. Вот кирки. Да. Оригинал, девочки. Запах очень хороший. Держится. Люкс, то есть, да. Ну, оригинал он будет стоить 1018. Да. Вот. А у тебя ни почем, по 5, да? Да, как у Хадижи по 5. Как у Хадижи по 5000. Плохо видно. Покажи нам что-нибудь еще такое поближе. Из духов есть что-нибудь? Вот. Это что у нас? Это Хюррем. Хюррем. А еще какие-то такие? Фатима. Хюррем, Фатима, Анжела, разные. Молочные. Молочные, чисто дубайские. Том Форд, да, Анжел, есть? Вот Том Форд, вишня, персик. Ну, в общем, Анжела большой выбор, девочки. Реально все очень хороший товар. Хадижа у нас уже себе приобрела. И еще она какой-то подружке хочет отправлять. Я не знаю, кому, конечно, но хочет отправлять посылку. Этой подружке тоже, дай бог, чтобы все дошло хорошо, чтобы понравилось все всем. Ну, в общем, все. Подписывайтесь на Телеграм, Анжела. Ссылочки будут в описании все. Много-много чего здесь есть у нас. Вот.
Людишки скучали за тобой, говорят, Софишка вообще не... Ну-ка встань, девочки, привезла на продажу вот такие костюмчики, тунички и кофточки. Поставь. Мгм, какая Софишка молодец. Вот такой костюмчик, девочки, разные цвета и размеры тоже для деток. Вот, костюмчик стоит 1500. Шикарный, очень красивый, да? Тебе нравится костюмчик? В садик, да, будешь носить? У него такая материя, знаете, как лапша, но он тепленький. Вот, растет. Мам, я хочу на лед. На лед? Да. Звезды на льду? Да? Угу. Девочки, ну, в общем, вам понятно, эти большие полотенца, насколько они большие, что полностью наш огромный диван в разложенном виде. Все, сложите полотенчики, ляг, сложи их аккуратно. Сложи и положи пока туда их. Вон туда положи, где другие. Аккуратненько склади. Ой, какая умница, людечки, посмотрите. Посмотрите, моя золотая. Вот, и другое полотенчико положи, склади вот так же. Какая девочка у меня хорошая. Девочки, у нас сейчас будет съемка, поэтому Какая сумка? ну, товар будем показывать. Так, а ты чем показывали, если они уже видят? Вот именно. Ой, какая у меня дочка, машалла. Ой, какая у меня помощница хорошая. Она утром просыпается, снимает пижамку, вот так вот аккуратно складывает и переодевается, расчесывается. Вот. Это ей косички. Бабушка Таня, да, делала много? Она у меня два делала. Две? Тебе, наверное, голову помыли, да? И косички сделали. Они голову мне не мыли. Не мыли? Нет. Блин. Большое, да? Да, ложи, складывай. Угу, ложи сверху. Вот. С этой стороны подходи. Девочки, ну вот покажу вам остальное. Так, вкратце. Для женщин тоже, смотрите, есть идеально кипельно чистые полотенца. Баня, 3 штуки. Versace. Чисто белые-белые полотенца. Белые-белые. Посмотрите. Сейчас откроем. Хоть один, да покажем. Это то, что подходит мне. Ой, машалла, какие хорошие девчонки. Посмотрите сюда. Посмотрите, Versace. Белый знак. И вот качество какое. Ох, 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 ох. Это просто... Я такого качества не видела еще. Девчонки, какие классные. Versace, машалла. Прям кипельно белый. Ля, включи свет, пожалуйста. Думаю, так будет лучше. У нас тут цвет такой. Если бы на iPhone снимала, на iPhone у меня на зарядке. Смотрите, девчонки. Смотрите. Машалла, машалла, какие красивые они. Какие красивые. Людички, да вы ж посмотрите. Все уже, все склали аккуратно, да? Машалла, я просто влюбилась в эти полотенца. Просто влюбилась. И самое главное, что их последние забрала. Их, потом какие еще были последние? 23 февраля последние я забрала. Ну, тех всех полно. Вот эти все будут. Какие-то последние были. Вот эти были. И вот что я говорила со львом, которая вон стопка лежит. Они есть... Да, они же есть лицо, Любаня. Да, есть. Они есть. Я покажу сейчас. Что думаю, что последнее? 23 февраля загребла последнее, потому что у меня аж на складе еще полно их. Потом, ой, Софиш, какой костюмчик. А может быть, ты пошла, померила бы фиолетовый другой, чтобы показать людичкам. А ну-ка, пойди-ка в спальню, сделай. Сейчас. Угу. Я помогу тебе с этими.
Но я бы хотела, чтобы ты уже в фиолетовом помогла. Он такой красивый тоже. Мгм. Какая девочка хорошая. Машалла, красавица мамина, послушная такая. И ремешка не надо. Мы ремешком вообще не пользуемся. Хадижа показывала в ролике ремешок, а у нас мы даже не знаем, что такое ремешок, честное А слово. я знаю, сколько он решил. Знаешь? Да, вот так надевает. Нет, я имею в виду, мы тебя ж не бьем ремешком никогда. Нет? Ну, потому что ты не туда, иди переоденься, пожалуйста. И Потому что приедь. я слушала. Потому что ты слушаешься, да, все правильно. Но они же маленькие еще. Смотрите, девочки, вот плохо. Если бы это был iPhone, было бы хорошо видно. Вот выбитые такие красивые, машалла, очень-очень-очень. Девчонки, мне прям, знаете, ну, цель моя, естественно, всего этого, это продать. Это, конечно же, никто не скрывает этого. Но мне хочется, чтобы вот именно вот эту красоту, это ж просто, ну, просто чудо из чудес. Очень красиво. Мне, знаете, как сложно это все покупать, потому что я думаю, среди всей красоты выбрать все самое красивое, это вообще бывает очень сложно. Смотрите, вот такие 3 полотенчика, выбитые цветочки. Это баня у нас, да? Но они, видите, здесь вот такие вот цвета, а у них вообще в упаковках бывают разные цвета. Понимаете, бывает, человек скажет так, если мне вот такой цвет, а, к сожалению, достанется ему вот такой. Ну, разницы же нет, это все одно и то же. Но я думаю, не стоит на это обращать внимание. Вот. Такие же у нас, они у нас идут баня, лицо и руки. Смотрите, вот они у нас идут. Баня, лицо и руки. Выбитые цветочки, вышитые. Вышивка, вы видите, какая красивая вышивка? Вот у нас, чтобы полностью, чтобы вы были в курсе, девочки, у нас 2000, 1500, и это тоже 1500. У нас лицо бывает, у которых 6 штук, 1700, но здесь 3 штуки. Это тоже 1500, и это 1500. Под цвет, мне кажется, когда берешь, вообще классно. Ну, особо разницы нет. Ой, новый выход звезды. Посмотрите, фиолетовый костюмчик, какой красивый. Они, знаете, какие удобные, девочки, качество, правда, классное. Вот, правда, купила Софишке 2 для садика и на продажу привезу, но вот на днях поеду. Это качество, как лапша идет, видите, в полосочку. Удобненько, хорошо, да, костюмчики? В садик ходить, играться, и спинка закрытая. И 1500 стоит костюмчик. Они там разные есть. На 2 годика, на 3, на 4, на 5. Она как, знаешь, вы же видите, она не поднимается. Вот, Она на вот. своем месте. Совершенно верно, Софиюш. Ты молодец. Только прыгать не надо по дивану. Ладно, у меня что-то товар лежит. Вот это синий цвет цветков. Вот это фиолетовый синих цветков. Угу. То есть, ну, этих разноцветных. Полотенце. Да. А что тебя насмерть? Ты простыла? Ты Я простыла. Синий, фиолетовый, коричневый, розовый, голубой и белый. Угу. А это какой? Коричневый. Это светло... Да, коричневый ли? Да. Оттенок падает. Он не такой... Ну, не знаю. Светло-коричневый, может быть, да? Да. Вот это вот коричневый, и белый и синий. Голубой, да? Голубой. Угу. Синий вон. Хотя синий, видишь, наверху? Да. Спорт написано, видишь? Да. Это синий, да? Да. А вот этот вот синий, как бы, да? Ну, синий. А вот это вот голубой цвет. Да, голубой, коричневый Угу. Розовый. и розовый, да. Я как-то не коричневый, как это. А люди говорили, киса, Софичку вообще не видно. Что за безобразие? А вот это очень красивое и мягкое. А вон он, сзади тебя, не доставай, сзади тебя открыто лежит, покажи. Какое хорошее, даже Софичка заметила, да? Что хорошее, покажи людичкам. Подождите, я его позвать. Вот это своими ногтями. Так, ну челочку убери, а мы просто не хотим девочкой обрезать. А невидимочки Софишка все порастеряла. Мама чая купить забыла. Что? Невидимочки такие. Заколки. Да. Смотрите, девочки.
Нужно другой стороной ляг. Вот этой стороной.